Зварот да громадян Беларусі, Беларускага народного фронту за перабудову адраджэння. Браткі милые, дети земли матки моей, так 90 гадоў таму звяртаўся да суайчыннікаў Францішак Баўшэвіч. Ён заклікаў нас шанаваць сваю зямлю і мову, продкаў і звычаі. А шанаваць гэтыя святыя каштоўнасці значыць стаць гаспадаром на сваёй зямлі. 24-25 чэрвеня 1989 года наш устаноўчы з'езд афіцыйна аформіў стварэнне Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння. Ён ставіць сваёй мэтаю пераўтварэнне грамадства і аднаўлення самабытнасці беларускай нацыі на прынцах дэмакратыі і гуманізму, стварэння умоваў свабоднага, паўнакроўнага развіцця культуры як карэннага насельніцтва, так і нацыянальных меншасцяў Беларусі. БНФ будзе дзейнічаць у рамках Канстытуцыі БССР і ў адпаведнасці з прынятымі з'ездам праграмай і статутам. БНФ закліканы абараняць інтарэсы працоўных, будзіць людзей да сацыяльнай актыўнасці, развіваць іх палітычную прававую культуру і нацыянальную свядомасць, забяспечыць незваротнасць перабудовы ў БССР. Устаноўчы з'езд Беларускага народнага фронту адбыўся ў сталіцы братняй Літвы і дарагім беларускаму сэрцу горадзе Вільні. Законна ўзнікае пытанне, чаму ж не ў Менску? Гэта не наша віна. Гэта віна афіцыйных кіраўнічых органаў рэспублікі, якія не хочуць нас чуць і бачыць. Кіраўніцтва рэспублікі дагэтуль праследуе усякія праявы вальнадумства, усялякія свабодалюбівыя палевы. Яго метады шальмавання ў друку удзельнікаў дэмакратычнага руху БССР, газы і дубінкі 30 кастрычніка мінулага году. Паслядоўна ідучы сваім выпрабаваным шляхам, менская чыноўная бюракратыя адмовіла з'езду БНФ у памяшканні. Сілы застою чакалі, што мы пойдзем па шляху канфрантацыі, але мы не шукаем канфрантацыі. Нам патрэбная спакойная і канструктыўная праца дзеля дабра бацькаўшчыны. Канфрантацыю выбіраюць тыя, хто ў сапраўдным народаўладдзі бачыць пагрозу для сябе. Адзіны шанс, каб выжыць і мець перспектыву, гэта перадача ўсяе паўнаты ўлады народу. Жыве Беларусь! Яшчэ толькі год назад, зыходзячы з палітычных абставін і праектуючы перспектыву, мы прынялі праграму, у якой запісана, што БНФ, цытую, бачыць сваю найвышэйшую мэту ва ўсталяванні народаўладдзя і адраджэння беларускай нацыі. Але мы запісалі, да якой мэты належыць дасягнення дзяржаўнага суверэнітэту, без якога ўжо немагчыма уявіць гістарычную будучыню беларускай нацыі. Тое, што вы цяпер распрацоўваеце, сур'ёзна разглядаецца і на Верховным Савеце. Гэта, я думаю, у бліжэйшы час з'явяцца такія альтэрнатыўныя прапановы. І калі вы падыходзіце цяпер да распрацоўкі пытанняў нашай гісторыі, гэта вельмі важна. Таму што адзінай думкі у пытанні гісторыі быць не можа. Мы падыходзім ушчыльную да праблемы незалежнасці нашай рэспублікі. Да праблемы, якой як агню. Еще недавно боялись все партбюрократы,
Праблема, до якої ми ставилися доволі осторожно, але ми сьогодні мусимо признати, що сьогодні практично вирішається льос нашого народу. То, о чим марили сотні років тому назад наші предки, які змагалися за незалежність народу, то, о чим вони завещали нам довести до кінця, повинні зробити ми. Народ не бачить пераканаўчай прапрацоўкі эканамічных і сацыяльных аспектаў дасягнення незалежнасці, пакуль што гэта чыстая ідэя. Доказы здольнасці незалежнай Беларусі зрабіць моцны эканамічны рывок базіруюцца на веры, якая пакуль не з'яўляецца верай народа. У гэтай сувязі новая палітыка Крамля на стварэнне канфедэрацыі не вельмі мяняе справу. Гэта уступка, вырваная літоўцамі, грузінамі, малдаванамі, нават рускімі, но не намі. Мы не дамагліся канфедэрацыі, нам яе падаравалі. Для того, как выратовать наше насельництво от Чернобыльской беды, мы 5-й год просим дозволу на это самовыратование у Москвы. Для того, как вызнавать тую ці іншую религию, нам треба просить дозволу у Москвы. Но я не буду притягивать гэты сумный перелик. Это наша сегодняшняя прикрая рэчаіснасць. Декларация имела значение и осветницкое. Это правильно. Потому что мы уличивали, что люди у нас поставлены в такое становище, что они не ведают властной истории. И просто необходимо было зробить такую, незручную декларацию. Может, это помилка. Мы можем ее поправить, но треба розуміти, з якими метами робилася эта декларация. И она будет декларацией фронта. Декларацией фронта. Это вельми важно и для депутатов, и для насельництва, и для выборщиков, и для нашей политичной позиции. Хотя шансы принять эту декларацию невеликие, але за эти шансы мы будем змагаться. Редакційна комісія повинна зазначити, що усі письмові і усні зауваги були уважливо розгляджені, у чим ви могли переконатися, працювали ми добре. Були улічені тільки ті зауваги, які не суперечили основній концепції документу, в приватності декларації. Выносим на разгляд конференции проект декларации о державной незалежности Беларуси с усими редакційными поправками, зробленные по ваших пропановах. Кто за то, как принять цалком этот проект декларации о державной незалежности Беларуси, прошу голосовать мандатами. Прошу опустить. Кто супер, прошу поднять мандаты. Комиссия, прошу решиться. Прошу сесть. Просто поднимать руки. Вы уточнили все? Супер 9 человек. Кто устремался, прошу поднять мандат. Комиссии прошу решиться. Обманывают, только обманы, все, нет правды,
никакой, никто не измерая. Где высокая радиация, поставили трафаретки какие-то. Правительству поменять. Вот. Им хорошо живется. Они махнули на нас рукой и все. Никто исчезайте, погибайте. Внимание, Горбачев же там не зная, а тут наши местные. Знаете, тут наши местные, они должны требовать нашего начальства. А они посели спокойно своих детей, повысылали в Москву. Горбачев не приедет в Гомель, свою райку не привези, вези там, где больно. Мы приглашаем его в гости. Пусть нам приедет Горбачев. Он привез ее сюда. Горбачев может нам помочь. Но дело в том, что у нас местное руководство, оно ничего не делает. Я тут потребую от усіх століття не просить, а потребувати неких діянь від президента Горбачова, від Соколова, які сидять тут у Мінську зараз і нічого не порушать пальцем, як зробити для нас нечто. Хобіць ми чекали, хобіць треба потребувати, а не просити від них. Хутка білоруса потрібно було заносити у червону книгу, як гусла і ластовку. Не треба нам дожитися до цієї сябри. Живе Білорусь! Встречаясь с делегатами 28-го съезда КПСС, мы должны потребовать от них в первую очередь решения радикальных политических и экономических проблем, стоящих перед страной. Прибыло много автобусов из Мозыря, Речицы и других городов. Я думаю, что много соберется. Что основное будете отстаивать вместе со всеми? Мы будем отстаивать, я думаю, главное это возмещение ущерба Беларуси, нанесенного Чернобыльской катастрофой. Значит, товарищи, вот здесь представители УВД, вот, генерал. Сейчас они, значит, решат, как нас провести на Красную площадь. Вот. И мы вместе с ними пройдем туда. Скажите, пожалуйста, ребята, почему не пускают прессу? Забывся сына бывший хвалит, Колон продал себе, сямью. Коришь ты, родна мати, сторонка бедная моя, почнешь изнов выводить рати, дано возбудися життя. Упершыню мы открыто святкуем день нашей славы, белорусской славы. Упершыню подвиг гісторії на відавоку здуває попіл з наших серців і остуджує тих, хто вельми горячо кидає нам слово обвинувачення, що ми забитий народ, що ми народ без нашої історії, що ми народ без слави, що ми народ тільки готовий для підпорядкування, а не для того, щоб самим робити свою історію. Шановні господарі, я вас прошу ще раз сьогодні вспомнити всю нашу історію, і я думаю, що цей день справді стане днем памяти наших воїнів. Великая Олимпиада. Живи Беларусь! В стагоддзі, што прыйшлося воевать, адбіліся вельмі адмоўна на нашай культуры, на нашай эканоміцы, на росце нашага насельніцтва. Уся заходняя Беларусь, напрыклад, Гродзеншчына асабліва, была вынішчана агнём тэўтонцаў. Крыжакі, вядома, нікога там і не шкадавалі, і вось у 1410 годзе быў спынен гэты вельмі шкодны для нашага народа націск. По сутнасці, на полях Грунвальда, ваяры Грунвальда биліся не толькі за сваіх там дачок і за свае ўласную там волю. Яны биліся і за нас, хоць і не ведалі, што сёння от 15 ліпеня 1990 года мы зберемся з вами суды. З ворот жыхароў старажытнага места Менска, шановным спадарам Раді Менскай. Мы, грамадзяне вольнага места Менскага, як і ўсёй зямлі беларускай,
званий Великим князством Литовским з нагоди свята 580-х угодків славутої перемоги над Теутонським орденом на Грунвальдському полі у 1410 году закликаем шановних господаров Раду места Менского постановить у Менску, у центре нашего белорусского господарства, на лепшей площади узвести помник у гонор этой водатной подеи нашей истории, який освятить у день 600-годового юбилею перемоги липеня месяца 15-го дня 2010 года. 580 годов назад решался наш лёс. Экспансия ордена ішла поступово. Поступово был натиск на наши земли. И эта битва, у якой удельничало каля 100 000 людей, вырашила наш дальнейший лёс. Але зауважте, чому потім на протягу довгого часу і у 20-ті, і у 30-ті годи, і сьогодні, до сьогоднішнього дня, це свято не вспоминалося. Ми можемо зрозуміти, чому не вспоминалося це свято у 41-44 годах, коли коричневая чума прийшла на Білорусь. Продки тих теутонів, які полегли під Грунвальдом, під нашою силою. Конечно, тоді успоминать было незручно. Але чому не вспоминалося до 90-го года? Тому що ті, які володали нашою землею, і не боялися, що коли народ буде ведати свою історію, буде ведати свій Грунвальд, то їм одродиться дух свободи, дух боротьби. І цей дух повстане не тільки супроти коричневої чуми, але супроти чуми червоної. Этого и не боялись. Будь по мне старая, будь здорова, маті, ворог край мой разбурає, ці ж сядеть мне в хаті, ці ж на тое полівала, ти землицю потом, как теперь я наставнала, под московским ботом. Ті ж надоє воевала, землицу потом, как теперь я наставнала, под московским ботом. Ті ж надоє обдолі, пела над колыской, как теперь я намарнела, под пятой российской. Боронить пойду свободу, биться с гадом лютым, что несе моему народу здесь киды покуты. Боронить пойду свободу, биться с гадом лютым, что несе моему народу здесь киды покуты. Лепш свободным легчу полі, от ворожей кулі, чим отдать себе в няволю, и тебе, матуля. Будем живы, будем рады, лесу молодому, а покуль не знищим гада, не чакай додому. Будем живы, будем рады, лесу молодому, а покуль не знищим гада, не чакай додому. У нас же в республіці здарилося так, що Вандея засталася, засталися всі структури, усеяні, так сказати, шеренгою при нашій огульній підтримці. Прийшли у Верховний Совет, дружненько там сидять і досиделися, що Москва загадує примат суверенітет. І досиделися до того, що нашу Вандейську республіку не стільки тягне, як кажуть, наш огульний громадський рух за свободи,
колькі вакол нас ужо нарадзіліся суверэнныя рэспублікі, і гэтую вандейскую Беларусь штурхаюць, выпіхиваюць у суверэнітэт, а яны супраціўляюцца. Але што рабіць, калі раз заклікаюць Дементея, другі раз, ну што ж, трэба ісці ў свабоду. І вот мы бачылі учора і сёння, як яны ў гэтую свабоду ішлі. Дзякуй Богу, што яны хоць навучыліся выгаварываць слово суверэнітэт. Будут нам, конечно, вешать лапшу на уши, говорить, что приняли эпохальный документ, тут уже святковать будем и так далее. Все это глупство, успомните мои слова. Все это глупство. Але, что б там ни было, это з їхнього погляду. А все ж таки, документ прийнятий Верховним Советом. Там шмат есть позитивного. За это змагалися всі ми. За это змагалися демократичні депутати. Змагалася фракція фронта. І треба змагатися і приймати цей документ серйозно, за его змагаться и настаивать на его виконанні. Тому що не яны дають суверенітет, а ми його повинні взяти. Ми повинні це сприйняти серйозно. Цей документ треба сприйняти серйозно, який б не був. Організовуватися, добиватися. Ми повинні, як кажуть, піднятися з коленів. Господар Шушкевич, 27 липня була прийнята декларація о державному суверенітеті Білорусі. Ваша оценка – это гістаричная ці тимчасовая акція? Ну, про гістаричність подій можна говорити тільки праз некоторий час. І я, до речі, лічу, що ті депутати, які поспішалися об'явити цей день Днем Незалежності, ну, вони поспішалися, хоч таке рішення було прийнято. Але це поки що, пробачте, папірка. У нас у руках транспаранти, чиє ім'я ми шануємо. Ми їздимо по вулицях, які названі іменами наших катів. Ми потребуємо сьогодні змінити ці назви. А может быть направо, да? А вы хотели проводора? Нет, как вы решили не таблицу? Давайте сюда. Проводора нет. Ми стоїмо на площі, яка має назву Леніна. Довгий час тут клалися квітки, і цього чоловіка вшановували ніби як свого героя. Преч з нашої землі символи тоталітаризму. Преч! По сьогоднішній день КДБ не хоче відчинити свої архіви. По сьогоднішній день КДБ не хоче покаятися за ті грехи, які ця організація чинила во всі часи свого існування. Але не тільки Божий суд. Ми мусимо потребувати політичного процесу. Коли цього алтарику, коли цієї шильди. Наперед. З емблемою наперед. Юрія смутку і після цього рушив наперед. Сегодня ее люди порвали плакат у пикетчиков коля этого помника. Я думаю, придет час, коли тут не будет этого комитету, тут не будет этого помнику, тут будут помники людям, які не знищали белорусский народ. Дорогие земляки, я хотел сказать, будьте бдительны. Эта организация не изменила своих принципов со времен Ежова-Берия. Те люди, судьи, те же КГБшники, когда они сейчас живы, они на должностях своих стоят. То есть, если раньше было особое совещание, просто расписывали, то сейчас прямо в лагерях, не верьте им. Очень жаль, что мы, белорусы, такие люди, ну, я не знаю, запуганные, что ли, или КГБшники сейчас пролазят, Верховные Советы, депутаты.
нашу землю опускается листопад. У вековечную батьковщину приходят святые деды. Это тое самое народное свято, якое тысячи годов означали до нас наши предки. Кровавая сталинская машина знищения укрутила в свой механизм сотни тысяч жителей наших земляков. Мы теперь гадаем, где, по яким свете растрещены их белые кости. Сегодня только молчаливый лес, який мы по недоречности назвали парком челюскинцев, может отказать, где находится эта наша историчная память. Тут у этой земли закопаны невинные ахвяры сталинизму, ахвяры тоталитаризму. Тыя люди, якія поклали на алтарь будучыні свое жыццё. Чуть выше. На гэтым крыжы вы бачыце колеры нашего национального стяга, колеры нашего национального одения. В этот день, в этот трагичный час, души тих людей, які лежать тут, у этой земле, присутнічають разом з нами. Яны тут, и мы чуем ихнюю энергию. Это те люди, для яких тое место, где мы стоим, было опошним у житті. Это тое место, куда их привозили, куда их стреляли и скидывали у ямы. Это тое место, где рукотели черные крумкачи. Это тое место, где спокутованный, лежит расстреляный наш народ. Хто б не был, які б не был державный лад, які б не были наши сябры, до чего б мы не ігнулися, але покуль мы не будем незалежными, покуль мы не будем иметь незалежной батьківщины Беларуси, покуль мы не будем иметь своей незалежной державы, мы ніколи не будем иметь свободы. Нас заўсёды могут поставить на колени, нас будут расстреливать и пригнетать розные вороги. Тому самая головная наша зорка, самая головная наша мета – это свобода и незалежность батьківщины. Але толькі тады, калі мы пазбавімся ад гэтага рэжыму, які знішчаў наш народ, толькі тады мы можем быть пэўнымі у нашай будучыні. Год, 18, 19, 20 громадянскую войну, коли знищены были миллионы людей. Скажите, коли б не было большевиков, могло б такое здариться с нашим народом? У кожном народе цветом нации з'является интеллигенция, лепшие сыны народа. У 20-х, 30-х, 40-х годах на каторзе, у Колыме, на Колыме, на ГУЛАГу, у Куропатах, у Шлепянском лесе мы сгубили большесть нашей национальной интеллигенции. Скажите, коли б не было большевиков, могло б такое здариться? Кормить нас усіх наше селянство, яе руки селянские, кормить нас наш народ. Куды делося наше селянство у 30-е годы? Яно пайшло на Колыме,
Яно пайшло будоваць Беломор-канал на Воркуту, у Куропаты. Мы сгубили миллионы наших селян. И теперь мы не можем прокормить сами себе. Скажите, коли б не было большевиков, могло б такое здариться? Вы ведаете, что наш народ у Великой войне згубил кожного 4-го человека. Але коли б не было социалистичной идеи, яка йшла под червоними стягами, одна з заходу под знаком свастики, а другая з усходу под знаком серпа и молота. И коли они сговорилися и распалили сусветный пожар и уключили нас у эту мясорубку, то скажите, как не было б этой идеи, как не было этого большевизма, как не было этого социализма, здарилося б такое злочинство. Чи нет? И третья обдираловка. Это империя, это Советский Союз, який обдирає усі республіки, який обдирає наш народ. Тому, покуль не буде незалежності, ми ніколи не поднимемся с коленів. Самое важное нам теперь отрымать незалежность от этой империи. Уважаемые земляки, тут перед нами отбывся запланований мітинг партократії, яких привезли сюди летні під номерами у автобусах і відвезли отсюль. І вони покинули коло свого ідола дары, кветки. Тому ми думаємо, що народ, який зібрався тут, повинен йому віддати його дари. Це ГУЛАГ, це НКВД, це гильотину розстрілів. Это тую ненависть, якую нас принес, это тую бедноту, это тую фуфайку, яка была у 30-х годах летним национальным оденнем советского человека. Тому, я думаю, что мы повинны зараз вернуть ему эти дары, вернуть, что он нам накинул со своими гулагами, со своими НКВДистами, пистолетами. Покинем ему, хай радуется. С автобуса уже сожгли. Вы после себя оставляете, как татары. После вас останутся голые стены и слезы людские. Мало что сожрали, забрали и все жгут. У тебя почти нету, что ты сжигаешь добро. Что ты все с автобуса уже выломал. Интересно, там уже все вывезли, вместе с трупами. Доблестная Красная Армия. После вас только могилы, крест остается и слезы людские. Зато в бедной России жрать нечего, когда вы стулья сжигаете у чужих. Завезли бы домой лучше.
Дружина, подойди к микрофону. Внимание, дружина, срочно подойти к микрофону. Что такое социализм, мы уже с вами знаем. Мы уже знаем прекрасно, что ГУЛАГ только отремонтирован, законсервирован на время. Мы знаем, что именно под знаменами социализма возродился тоталитаризм. Мы знаем, что именно под лозунгами социализма был уничтожен генофонд белорусской нации и всех народов нашей пока многострадальной, многонациональной империи. Если говорить о том, что выбирать завтра, как нам быть дальше, вопрос волнует каждого. Без содружества, без дружбы с соседними государствами, именно с Прибалтикой, Украиной, Россией, нам не выжить. И нашу проблему трудно будет решать одному. Но давайте подумаем, нужен ли нам при заключении этого содружества посредник, который кормится только за счет посредничества. Гэта шибица, что висит над нами уже сотни годов, привела до того, что в нашем народе, як гэта звычайно бывает у других народов, з'явился специальный слой людей, якія зовутся халуями. Халуй – это человек, який згубил все сувязі, и национальные, и родностные, и культурные. Халую, по загаду его господара, его пана, ничего не стоит плюнуть на свою мать и переступить праз ее. И тому мы читаем у наших газетах: бездну, Эверест и хлусни, не верьте ей. Коли ми завтра з вами проголосуємо за, ми кончатково згубимо нашу білоруську мову, історію і культуру. І літерально през 20-30 год білоруська нація перестає існувати. Справа в тим, що у всіх проєктах союзного договору написано чітко, що офіційна мова буде мова русская. Коли ця мова стане офіційною, кончатково загине ті намагання наших демократів по відродженню нашої мови, історії і культури. Кожен скаже: ось написано в законі, і пошли его до дьявола со своей белорусской мовой. Советский Союз не має навіть своєї національної території. Это экстерриториальная система улады, але она обопирається у республиках як спрут своими щупальцами вось на гэтые структурные подразделения, на всесоюзные заводы, на ведомствы, министерствы, на военные гарнизоны, на межи и на свои структуры типу КДБ, МВД и гэтак далей. И коли усіх их полічыць, як полічыў некалькі гадоў назад Михаил Сергеевич, то атрымаецца акурат 18 мільёнаў бюрократаў. Вот гэта і ёсць Советский Союз, той центр, той спрут, тая структура, якая висить над усіми республиками, над усіми народами і смокче нас, як кривосмок. Ми працюємо іменно на гэтую структуру. Навошта ж ви дурите народ? На что ж вы 118 миллионов пускаете на гэтое политиканство? Вы за кого нас лечите? Что вот референдум и все, если проголосуем нет, союз распадется, будет кровь и гражданская война. Вы за кого нас лечите? За дурняў? А справа ўся вось у чым. Горбачов и его окружение хочуць атрымаць ад нас усіх падтрымку сваёй антынароднай палітыцы. Яны хочуць мець аргумент у павышэння цэнаў, яны хочуць мець аргумент для сваёй бронетанковой палітыкі, аргумент для апраўдання крыві, для уводу надзвычайнага становішча, нас ашукаўшы и нашими ж руками. Вот цена этой политики. Вы знаете, весь народ знает, что в ближайшее время нас ждет повышение цен. Однако это повышение цен до референдума не проводится, потому что президент понимает, если произойдет повышение цен именно сейчас, народ точно скажет нет такому союзу.
Валя, сходи, пожалуйста. А почему не пойдешь? А когда Горбачев приехал, только их дали хочу ничего. Они шли в основу. Наш рынок не буде ніколи нормальним, а праця ніколи не знойде задовольняє через оплати, коли Беларусь не завоює свой суверенитет. Ви правильно зробили вже, прийняли, створити стройками всюди, на всіх підприємствах, вигнати усі парткоми, тому що вони не приймають ніякого уділу у стваральній праці. Потребовать, как было зменено коммунистичное керівництво сродков массовой информации. Как не сидели там коммунисты на телебачении, на радио, во всех редакциях. Их треба только зменить, это керівництво, тому що запугані, заполохані журналісти зараз манять вам і всьому народу, але вони можуть говорити і правду. Они только не скинули себе этой путы страха. Нам необходимо для четкой информации на республику и на город Минск иметь 30 минут телевидения с 7 до 9, то есть 19 часов до 19:30. Но только для членов стачечного комитета и ни для кого. Я понимаю, о чем идет. Белоруссия устояла, может быть, даже, скажем, сегодня среди других, единственная, которая мы не допускаем этого момента. И это мне многое стоит. Вам, может, ничего не стоит, но мне это много стоит. Да, вы улыбаетесь. Я вы все понимаю. Не понимаете, что люди ждут. И мы должны дать добро на встречу. Я вам дал уже 10, наверное, раз вот магнитофон записал о том, что вам запрета на выступление нет. Сегодня и вообще. Мы к народу выйдем и скажем, что нам дали время 30 минут, только, товарищи, время нам все-таки... Спасибо вам, и я желаю успеха. Один вопрос. Мы не сможем сменить порядок трансляции. Это запланировано. Только министр памяти говорит о том, что можно за 2-3 дня, когда будет заявка от депутатов изменить. Тому я пропоную, как я было ранее, и я потребовали мои выигрышки и различные... Девушка, пока будет стоять вот этот черный идол на площади, никаких изменений не будет у нас. Никаких. И с этими депутатами, где 90% коммунистов. І мені от зараз так якось приємно, що от наші білоруси не забыли его, не покинули его у чужой земле, а привезли сюда, в родной край, поховали в родную землю, под родное небо. Сегодня это для меня и для всей родни, это день великого счастья, вертания памяти нашего дядьки. Але гэтая справа мае не толькі, так сказать, наш асабісты план, яна мае значна больш шырокае гучанне, бо гэта яшчэ адзін крок да вяртання нашай гістарычнай памяці. Jeszcze 2 года назад это здавалось невероятным. Иван Яцкевич, творец белорусского отражения.
Творец концепции незалежности Беларуси. Творец концепции отражения ее культуры, отражения нации. Почав ён яшчэ у 1897 годзе, будучы гімназістам, дзе утварыў беларускі гурток, якія ўжо ставілі ідэі і задачы адраджэння бацькаўшчыны. Гэта чалавек, які быў дастойным вучнем Каруся Каганца, вялікага нашага пісьменніка і грамадскага дзеяча. Іван Лоткевіч пражыў няшмат. Ён пражыў усяго 39 гадоў, але яго жыццё – гэта цэлая эпоха у нашай гісторыі. Вернулись рештки того человека, перед яким мы сегодня низко схиляем свою голову. Вечная память его будет с нами. И мы хотим сегодня сказать от имя той самой партии, Белорусской социал-демократичной громады, для высоку якой стоял Иван Лоткевич, то мы высоко подняли его стяг борьбы за волю народа. То мы этот стяг николи не опустим. Ну, пожадать, как сюда на эту литературную горку николи не зарастала дорога для белорусов с разных краев, не только из нашей Беларуси, але из-за мяжи, але так само из дальних краин, куда отъехали они по причине разных несчастий. Отче наш, который в небе, святым будь имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. Не вводи нас в ловушку, а избавь нас от греха. Аминь. Мы собрались сюда на жальбины, каб адзначыць памяць тых людей, якія невинно загинули тут 50 годов назад. У чэрвені 1941 года по этой дороге, по якой мы приехали с вами с Менска, цягнулася великая колонна людей, каля 8 тысяч. На ўсім працягу гэтага крывавага шляху іх канваіравалі НКВДисты і расстрэльвалі. Людзі гэтыя невінныя. Яны не зрабілі ніякога злачынства. Проста яны думалі інакш. Такім чынам у гэтай калоне апынуліся літоўцы. Літва не ваявала з Савецкім Саюзам, але Хапун быў там аднолькавы. И тут опынулись невиноватые люди, якія были забитые только тому, что трапили у лапы тых людей, для якіх была головная профессия забивать. Сталинский большевизм забивал не только наше тело, и он хотел забить наш дух, забить наше сумление и перетворить нас у людей никчемных, у людей рабов. И теперь, когда мы отражаемся, калі мы хочам быць гаспадарамі на нашай зямлі, мы павінны перш за ўсё адрадзіць памяць тых людзей, якія загінулі для таго, каб мы жылі, загінулі невінаватыя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, как у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дённого, дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, их и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Твое есть владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь.
Треба туди трошки отнести, потому что... Я 10 лет отработал в органах, и я понимаю, что ночью дела делают только воры. У Москве каля Верховного Совета РСФСР отбыўся митинг, где собралася 1 000 000 человек. На бок демократов и на бок Ельцина еще до митинга перешли Розанское учение десантных войск и Таманская дивизия. Зараз они окружили Верховный Совет РСФСР, танками заняли круговую оборону. Ельцин выдал загад об ареште 4 путчистов. Серед них Павлов. Але ж ми день назад побачили, як гэтыя самыя люди, якія нам обяцали добробыт, якія обяцали правовую державу, зрабілі самы сапраўдны путч. До ўлады паспрабавала прийти антинародная, антиконституційная хунта. Ось, подарки людей, народ вийшов Конституцию, а вы там не обороняете. Заявлення військовців. 20 жнивня в городі Мінську групою офіцерів створено білоруське згуртування військовців. Я приветствую присутствующих здесь рабочих, которые после утомительного рабочего дня пришли сюда поддержать свою свободу. Станислав Станиславович Шушкевич, я не могу, как, мабуть, и все остальные мои коллеги, но сегодня мы его не смогли найти в Верховном Совете для того, как провести здесь перемовы. Той союзний договор, який був підрихтований у Новогороді, був компромісний. Але компроміс був за кошт республік. Фактично, це був договор, коли б його підписали, колоніальний. Він нам принес тільки шкоду. Але тое, що пропонувала хунта, це увогуле не колоніальний нават статус. Це статус окупаційний. Так вот, опошня новина принесли зараз со страйкама, бюро ЦК КПБ теперь выступило с заявой у підтримку хунти. Не треба їх бояться. Хай вони нам не погрожають, хай приймають свої заяви у підтримку хунти, лава для підсудних буде широка, усе помістяться. Що ми бачимо у сувязі з гэтым переворотом? Першее, это удар по нашему суверенитете. Они не хотят нас признавать как республику, как народ. И они нам диктуют свои законы через свои органы. Есть у нас органы двойного подпорядкования, это КДБ, там, МВД, войска. И они не признают нас как суверенных, как сказать, носит. Они не признают нашу республику. Тому на этой сессии треба поставить питання об наданні конституційного статуса Декларація незалежності Білорусі. Це обов'язково треба зробити. Ми повинні це мати. Інакше у нас нема тоді аргументів. У нас нема аргументів. І вони, так сказати, можуть, любые приймати рішення, тому що ми ніхто, а керівник у нас Дементей. Практически все и членами ЦК уйти в отставку, либо признать. Отставку!
трансформации решать. Спасибо. Освободят меня Верховный Совет, если надо освободить. Спасибо. Ничего делать в этом плане. Я прошу вас, звери, что ли? Остановите! Идите его назад! Пойдем! Пойдем на площадь! Там оттуда до хлеба! Хлеба буквально стол! Если не будет, то у меня будет! Если последняя проснется еще какое-то время. Тихонин в больницу Ребята,
Спокойно, спокойно, все спокойно. Ветераны, ветераны! Главное сегодня, чтобы наш белорусский народ был спокоен, как он был спокоен во время путча. О том, что в Белоруссии ничего не случится, ничего, будет обстановка спокойной. Ставили. Так вас арестовывали или не арестовывали? Скоро прошлого стояли, я службу на живота. За союз. Хотите все пропонувал позицию. Ну, это ж всем уже вырастило. Информацию выносили. Вот, наверное, Фамилия! Разрешите пройти. Все. Спокойствие. Пожалуйста. Спокойствие, товарищи. Вот так. Постой, постой, девочка, стой. Віншую вас, жихари Білоруської Советської Соціалістичної Республіки. Вот тут свадьба мы же это вот 3 года змагались. За все. И коммунистов заборонили, за независимость. Вот еще может, за няволишай, гей, 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 за няволиша, бо заходній край, стежка стелется, гей, 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 стежка стелется, по другой пойти, стольня вернейша, гей, 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 стольня вернейша, зайдете на усход, за няволиша.